Дораваларын бүгін биһиги Алексей Каргалин кытары Алена Лынковстих бит. Алена уллағана карардағаттан учалы әйгеға етілді бит олихин биһигин лен учалы кевстет. Алена, привет. Привет. Алена, расскажи, пожалуйста, о себе. Спасибо за такую возможность, Варя. Я родилась в Якутске. До 14 лет мы жили в Якутске. И так получилось, что я росла в русскоязычной среде и дома, и в садике, в школе тоже. У меня бабушка по стороне папы русская, и бабушка и дедушка по маминой стороне тоже с нами разговаривали по-русски. Так получилось, что действительно не было даже возможности практиковать и узнавать якутский язык. Такая возможность у меня появилась только в школе. Предмет якутский язык и национальная литература. Все. Я тогда, кстати, воспринимала это как норму абсолютно. И только когда с Алексеем познакомилась, и я вообще узнала, что можно по-другому, что, оказывается, можно в семье только на якутском разговаривать. И буквально недавно с родителями обсуждала этот вопрос. И знаешь, оказывается, так получилось, что бабушка моя, когда... она хотела высшее образование получать. И у нее не было такой возможности, потому что она не владела русским языком. И у нее сложилась, я так подозреваю, установка, что русский язык — это язык более используемый. И поэтому она, зная якутский язык, с нами все равно разговаривала на русском специально. И да, это так интересно. Как интересно, да? То есть был ресурс, то есть они могли нам прививать, потому что я много времени с бабушкой проводила. Могли, вот так. Потом в 14 лет мы переехали в Москву. Там я закончила школу, поступила в университет, закончила экономический факультет в МГУ. И все, там мультинациональная среда в Москве. Мне посчастливилось дружить, познакомиться с якутскими ребятами. И только вот так вот через них, наверное, я попала в якутское комьюнити, землячество, где как раз с Алексеем мы познакомились. Мы участвовали в разных мероприятиях спортивных, конкурс красоты. И да, я вот до, наверное, выпуска, пока в бакалавриате училась, участвовала в всех вот этих активистка была. Прикольно. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила поддерживать мужа в привитии якутского языка и культуры своим детям? Это как-то очень естественно получилось. И, кстати говоря, тут надо сказать, что я не рассматривала никого в качестве своего супруга, кроме якута. Как-то вот так вот в моей картине мира семья моя, она должна была быть якутская семья. Да, причем я не думала про язык, но вот посчастливилось мне встретить Алексея. Но это здорово, что он исключительно на якутском с детьми разговаривает. Я на русском, он на якутском, и они, получается, такой вот билингвальная такая семья. А как ты начала учить якутский? Ты специально какие-то, не знаю, уроки смотрела, или по книжке, или репетитор у тебя был, или все было просто вот натурально? Органично очень. Да, органично через Алексея. Как-то сначала песни он мне переводил, которые нам нравились. Потом уже мы лето проводили с родителями у них в Якутске. И как-то среда очень, как будто бы легко вот именно знания укладывались без каких-то сложностей. Но и при этом у меня фокус как будто бы всегда всю жизнь был на английском языке. Я работала на английском языке, документы, все. И то есть у меня такого прям стремления учить, именно как вот учить по учебнику, да, и ассоциация, это была именно только с английским языком. А якутский язык как-то вот он, я впитывала вот из окружения, так можно сказать. Прикольно. А как вы познакомились с Алексеем? В студенчестве мы встретились, и тогда в то время комьюнити наша якутская устраивала разные мероприятия, и мы познакомились на одном из таких мероприятий, и потом стали общаться уже ближе, потому что понятно, что мы сходимся по ценностям, и как-то
я сразу поняла, почему-то, Варя, я сразу поняла, что вот с этим человеком, именно такого человека я хочу видеть в качестве своего мужа, с таким человеком хочу быть. И вот мы уже почти 20 лет вместе. Вот вы переехали, когда тебе было 14, а в студенчестве это уже сколько-то лет прошло. Ты, получается, заканчивала школу в Москве. А как ты попала в якутское землячество в комьюнити? Потому что вот это мне интересно. Ты же могла, допустим, даже не попасть в якутское землячество. Это правда, да. Моя сестра, например, она как раз-таки была окружена друзьями вот тоже с МГУ геологического факультета, со школы. Она была младше меня, и, наверное, поэтому у нее сформировались как бы, другое общество, с кем она общалась, да. А я же как-то тянулась, наверное, больше, потому что в то время у меня были друзья, прям близкие друзья из Якутии. И мы как-то... Почему-то так сложилось, кстати, это очень интересный вопрос. Да. Вот ты уехала в 14 лет. Это, мне кажется, совсем такой юный подростковый возраст. Есть ли у тебя что-то такое, что связывает тебя с Якутией, с Якутском? Почему ты скучаешь? У меня ассоциация с Якутском всегда была и, наверное, остается как с местом, где я отдыхаю душой, и место отпуска. Потому что мы туда приезжали каждое лето. Когда я училась, была студенткой, на каникулы приезжала к бабушке прежде всего. То есть у меня очень сильная связь с бабушкой по маминой стороне. И каждый раз я приезжала, мы жили с ней вместе, куда-то ходили, у нас было такая, много активностей совместных. И сейчас ее уже, конечно, там нет. И сейчас мы приезжаем туда к родителям Алексея. И я понимаю, насколько вот эта связь с родом, которую мы хотим привить своим детям, она поддерживает. И что это наша ответственность, эту связь поддерживать. Хотя мы так далеко находимся. И все равно каждое лето туда летаем. Вау. Было лето с Сахалина, и вот сейчас отсюда. Вау, это очень похвально, мне кажется. И очень вдохновляюще. Потому что я уже по себе знаю, насколько тяжело пытаться поддерживать якутскую культуру, язык, научить ребенка, который растет совершенно в другой среде. Потому что, находясь в Якутске, мне кажется, это проще. Знаешь, как я чувствую? Я вот чувствую, что наша идентичность, то, как мы себя идентифицируем кем, она для ребенка, прежде всего, очень важна именно знать род, знать корни, знать вот эту вот основу, когда, если как смотреть вот на дерево, такую метафору взять, да, это то, что помогает стволу крепче стоять на земле, развиваться, в том числе вот это насколько листва и крона дерева как бы красивая и такая раскидистая, все это зависит от того, насколько корни крепкие, насколько они глубоко, и насколько они могут питают это дерево. И я через себя это пропускаю, потому что у меня бабушка с дедушкой, они были, бабушка была как моей второй мамой, и до сих пор я вот про нее говорю, и у меня эмоции. Настолько она влияет на, с такой благодарностью к ней. Спасибо. С такой благодарностью, с такой знаешь, это память очень хорошая память я знаю, как это может быть. Я хочу, чтобы у моих детей тоже была вот эта опора, память, связь и такое знание, знаешь, внутреннее, что за ними тыл. Но я, честно говоря, до сих пор чувствую вот эту ее поддержку. Вау. Это очень ценно. Мне кажется, как раз-таки благодаря бабушке ты действительно хочешь знать о своих корнях и продолжаешь культуру якутскую в детях своих. Может быть. Но меня, знаешь, что еще вдохновляет? Мне очень нравится, как родители Алексея привили вот им, Алексею, Саине, сестре,
любовь к языку, так что они дальше это несут. И, ну, как бы это очень здорово, потому что они дома только на якутском языке разговаривают. Расскажи, пожалуйста, как вы, кроме языковой среды, прививаете культуру якутскую? Как мы прививаем, да? Но это через книги, это через мультики. Вот, наверное, пару мультиков есть таких, которые они смотрят. Через музыкальные инструменты. Например, даже, да, они видят, что я, кстати, будучи здесь, стала учиться более такой профессиональной или более уверенной, наверное, игре на хомусе. И у нас несколько инструментов. У нас даже Айтал может иногда взять, вот так вот, и он знает, как на нем играть. И праздники, наверное, мы смотрим. Мы участвуем здесь, встречаемся с Сахалырката Гыакка. И, наверное, больше всего они получают вот эту информацию, когда мы там. 1,5 месяца, мы примерно месяц-полтора в Якутии. И мы ходим там по музеям обязательно. Музеи, с людьми общаемся, с родственниками, в деревню ездим. А здесь местный голландский язык вы учите? Дети у нас, это фантастика, за год выучили голландский язык и уже учатся наряду с детками, которые с рождения этим языком владеют. Да? Это потрясающе. Но у меня фокус больше на английский, и что здорово в Нидерландах, что можно, не зная голландский язык, полноценно общаться, ходить, потому что здесь билингвальная страна. То есть все голландцы, они знают английский в совершенстве. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься здесь, в Голландии? Мы здесь уже 2 года, и за эти 2 года у меня было такое ощущение, что где-то первый год мы занимаемся, и в частности я, выстраиванию процессов и вот новой системы, как мы здесь живем, со школами, с кружками, с вот этой дополнительной развитием детей, даже вот связанным там с домом. И потом уже я больше стала времени уделять своему там саморазвитию и профессиональному росту, и потому что я как 2 года, у меня частная практика, я коучингом занимаюсь, работаю с людьми на тему их саморазвития и карьерного трека. И помимо этого устраиваю ретриты. Вот первый ретрит был в Якутии в прошлом году, и в Чехии провела еще один в прошлом году. В этом году тоже планирую уже более длительные ретриты, так скажем. Отклик, потому что классный у женщин. И сейчас я уже чувствую, что готова к тому, чтобы интегрироваться более глубоко через профессиональную среду. То есть я ищу работу в сфере HR, Human Resources, где я могу мои коучинговые компетенции привнести. Уже, знаешь, будучи в такой корпоративной среде, там уже и социализация, уже и практика языка больше. И, как ты знаешь, чувствовать вот этот больший свой вклад не только в личное, и вот в развитие в свое, в детей, в семью, но еще и в таком профессиональном плане. Вау, очень круто. А расскажи, пожалуйста, как ты решила сменить свою карьеру и от финансиста, от консультанта по финансам к коучу? Какой интересный вопрос. Я 10 лет проработала по специальности финансовой, да, по экономическому, так скажем, пути. И аудитором была, и на Сахалине работала тоже в разных ролях, связанных с финансами. И потом в какой-то момент я поняла, что вот есть же такое ощущение, что как будто что-то вот еще не хватает, что-то еще хочется, где-то еще себя проявить в чем-то. И как раз был такой период, когда дети были маленькие. То есть я решила посвятить время детям, саморазвитию, вот этому определению, как бы остановиться, посмотреть куда, потому что работа, конечно, там была очень активная. Это были овертаймы, с раннего утра до позднего вечера, там до ночи иногда можно было работать, и не было возможности вот этой, знаешь, поставить на паузу, подумать, а чего же я хочу на самом деле. И в какой-то момент уже я поняла, что философия коучинга мне очень подходит, который говорит о том, что все ответы, которые у человека возникают в голове, они у него внутри есть. Это очень ресурсная работа, когда видишь, когда человек раскрывается за 1 час, за одну сессию, насколько энергия поднимается, насколько он потом идет и делает. Последняя встреча у меня была буквально на этой неделе очень вдохновляющая, когда после одной сессии
у клиентки уже производство налажено, то есть она уже столько сделала на пути к своей мечте. Да, это не может не радовать. Я уже энергетически и внутренне чувствую себя, знаешь, что я сопричастна к чему-то такому большему. Этого не было у меня раньше. Да. Я могу поверить в то, что когда ты из года в год делаешь одну и ту же работу, не видишь результата своей работы. И как будто тогда жизнь идет мимо тебя. А когда ты работаешь один на один с человеком, а он потом меняет свою жизнь к лучшему, вот это, наверное, бесценная какая-то благодарность. Это вообще это настолько, это действительно бесценно. Быть к этому сопричастной и помогать в этом. И вот каждый отдельный человек, это же не только его конкретная жизнь, вот это, например, клиентка, и потом меняются внутри семьи атмосфера. Я вижу вообще, что женщина — это как такая фигура, которая способна вокруг себя людей объединять, вдохновлять, заряжать, делиться. То есть, очень такая роль многогранна как-то очень. И через одного человека, когда происходит изменение, это потом уже, как, знаешь, как круги по воде, эффект все больше и больше. Да? Вот переезд — это изменение. Смена профессии — это изменение. Рождение детей — это каждый раз изменение. В чем твоя опора? Вот как ты держишь себя? Классный вопрос. Я понимаю, что когда есть вот это вот знание, зачем ты это делаешь, смысл какой в этом, да? Вот на этом смысле можно любые испытания, любые такие преграды или сложности преодолевать. Вот этот навык адаптивности, во-первых, он, кстати, прокачивается. Вот этот именно навык будущего считается адаптивность. Насколько быстро ты подстраиваешься под обстоятельства и можешь из старой системы трансформироваться как-то, что-то в себе там развивать для того, чтобы в новой среде комфортно себя чувствовать. И что мне помогает, кстати говоря, это вот как раз-таки мои постоянные ритуалы. 100% медитация, игра на хомусе. Это когда вот это замедление, прям, знаешь, вот быть здесь и сейчас, вот практики mindfulness, по сути. И постоянно держать в голове «зачем?». Вот это «зачем?». Я думаю, эти твои советы могут помочь зрителям, которые иногда боятся изменений. Страх, он есть всегда. Страх — это же неотъемлемая часть нас. Коучинг в этом тоже, кстати, помогает. Да. А поделись, пожалуйста, тем, что ты везешь с собой в каждый переезд. Обязательно книги. Книги — это у нас такой якорь в нашей семье. У нас была огромная библиотека на Сахалине. Мы привезли сюда 2 куба наших вещей всего лишь. Из них там половина была, наверное, книг только. Потом это какие-то такие личные вещи, например, как кристаллы, эфирные масла, какие-то предметы моего декора, вазы какие-то, да, вот, например, вот из конского волоса вот это панно. Это то, что нас и связывает с прошлым местом, и с какими-то воспоминаниями, и с нашей культурой, и то, что одновременно вот оно есть, и вот мне прям хорошо, что даже если мы приедем в какое-то другое место, например, это есть, и оно уже, мне уже спокойно. Да. А расскажи, пожалуйста, как часто вы общаетесь с друзьями из разных городов? Варя, ты знаешь, у меня такая позиция, что отношения, что с собой отношения, с супругом, с детьми, с родителями, с друзьями — это все работа. Это как наша инвестиция времени в любом случае, да. Поэтому я придерживаюсь вот такого мнения, что если хочешь поддерживать связь, то инвестируешь в это время. Это обязательно позвонить. У меня иногда стоят прям в календаре позвонить одной подруге, и вот так вот я распределяю в течение там месяца. Специально слоты по времени я выбираю, для того, чтобы это сложно держать в голове постоянно, но когда это есть в календаре, ты просто это берешь и делаешь. И тут уже, знаешь, включается такой момент, что когда на расстоянии, это сложнее. Тут получается, если идет обратно, тоже вот этот обмен, я чувствую, что есть потребность в общении со мной, то эти отношения развиваются. А если отклика нету, то, к сожалению,
да, пути расходятся, и такое тоже бывает. Это очень грустно. Ален, поделись, пожалуйста, советом, как воспитывать и растить детей в разноязычной среде. У вас, получается, папа говорит на якутском с детьми, ты говоришь на русском с детьми. В школе дети учат голландский, И английский, и французский. Еще и французский, 5 языков. Как это вот вместить в голову и жизнь одного ребенка, а у вас их 3? Но если начинать с русского и якутского языка, я предлагаю сначала определиться с самым главным, это с такой истинной мотивацией, зачем вы хотите, чтобы ваши дети знали якутский язык, и сформулировать для себя очень четко вот эту идею, как то, на что вы будете опираться, потому что ежедневное использование языка это все-таки требует внимания, усилий и некоторых сил. И когда вы знаете, можете опираться на эту идею, даже небольшие упражнения какие-то, небольшие активности, которые вы можете делать с маленькими детьми, там это книги читать, или с более взрослыми детьми это настольные игры могут быть, или игры коучингового формата, когда они могут отвечать на вопросы, прям вот использовать язык, потому что речевая картина мира, то, как человек может объемно описать свои чувства или свои мысли, это очень важно вообще с точки зрения развития мозга в том числе. А когда среда другая, там у нас в частности голландская среда и англоязычная среда, это проще. Это как раз ребенок впитывает просто из пространства этот язык. А именно тот язык, которого нет в среде, именно на нем стоит сконцентрироваться. И, может быть, начать с одного, либо это будет якутский, либо русский. И если ребенок совсем маленький, например, то есть сначала создать для него условия для одного языка, и потом уже как бы расширять до другого, до русского, может быть. Если бы я владела очень хорошо якутским языком, мы бы однозначно разговаривали дома на якутском и здесь в том числе. Какая у вас интересная жизнь в вашей семье. Спасибо, я благодарю тебя. Да, спасибо тебе большое за разговор, за откровение, за советы. Очень было интересно с тобой пообщаться. Благодарю. Поздравляю тебя! Ты большая молодец! Вообще молодец! Очень все здорово! Ты так